В эфире Канарского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Контроль за реализацией противоэпидемиологических мер в Канаше продолжается в усиленном режиме. Специальные мобильные группы Канаша отправились проверять соблюдение антиковидных мер. О том, какова ситуация с коронавирусом в нашем городе, разбиралась наша съемочная группа. Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции в городе ухудшается. Сдержать темпы стремительного роста коронавируса в Канаше поможет вакцинация, уверены врачи. Из-за резкого скачка заболеваемости усиленно идет прививочная кампания. В республике проблем с поставкой вакцин нет. Конечно, я как врач отметила бы все-таки самая сильная защита – это специфическая иммунопрофилактика. Что это означает? То есть гражданин должен принять решение провакцинироваться против этой инфекции, коронавирусной инфекции. Для сведения, в настоящее время в Российской Федерации 4 вакцины, которые получили государственную регистрацию. В каждом микрорайоне города работают и функционируют офисы врачей общей практики, в которых можно провакцинироваться. В течение 5 дней после внесения информации в федеральный регистр каждый человек, зарегистрированный на сайте госуслуги, получает данный QR-код. Переболевшие после выздоровления также появляются в федеральном регистре. QR-код переболевших будет показывать информацию о медотводе, который действует в течение 6 месяцев от момента выздоровления. При возникновении любых симптомов, которые есть у человека, они должны понимать, что рядышком есть медицинские работники, просто их надо своевременно приглашать, то есть оформить вызов при появлении симптомов коронавирусной инфекции, а именно что это появление температуры, это недомогание, чувство дискомфорта в ротоглотке, слабость, кашель появляется у некоторых пациентов, теряется обоняние. И при появлении этих симптомов острой вирусной инфекции все-таки необходимо вызвать врача. Если переболевший на учет не вставал, то ему предстоит платно сдавать анализы на ПЦР-тест, который действует 72 часа. Устойчивый коллективный иммунитет помогает избежать массовых вспышек инфекции. После вступления в силу постановления о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 гражданам необходимо в срок до 1 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первого компонента вакцины, а также в срок до 1 декабря 2021 года вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 населения Чувашской Республики в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции главным государственным санитарным врачом по Чувашской Республике Луговской Надеждой Феофановной было принято постановление от 6 октября 2021 года за номером 2 о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям Чувашской Республики. В ходе предупреждения роста новой коронавирусной инфекции сотрудниками администрации и управления Роспотребнадзора проведен рейд специальных мобильных групп. Прямо сейчас за моей спиной проходит рейд мобильной группы по проверке предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Первым делом мобильные группы проверили объекты торговли, общественного питания, место скопления людей и городской общественный транспорт. Было проверено соблюдение антиковидных мер, наличие масок, дезинфицирующих средств и других санитарных предметов. Проверили и наличие QR-кода. С нарушителями, выявленными в ходе рейда, были проведены разъяснительные работы. Для некоторых из них были приняты особые меры. В ходе данного рейда было выявлено 3 административных правонарушения на граждан, находящихся без масок. На них составлены административные протоколы. Остальные люди, которые находились в помещениях, были в масках. Выявили мы нарушение. В магазине «Семена» отсутствует рециркулятор воздуха для обеззараживания воздуха. Отсутствует дезинфицирующие средства. Работают. В магазине «Магнит» еще мы были. В магазине «Магнит» также отсутствует дезинфицирующие средства для уборки помещений. И в магазине также отсутствует рециркулятор воздуха. Потом также проверили общественное питание. Вот тут суши-бар. В суши-баре по улице Пушкина, 32. В суши-баре там замечания у нас. Там замечаний, наверное, у нас нет. Замечаний там уже устранили сразу. Отсутствует при умывальниках для посетителей антисептик. Но они тут же его устранили.
Потом общественный транспорт проверили. В общественном транспорте, конечно, люди тоже были без масок, но тут же сразу одели. Специальные рейды по контролю за соблюдением антикоронавирусных мер в общественных местах будут продолжаться. Проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции можно по телефону горячей линии Минздрава Чувашии. Рената Сагдеева, Владислав Васильев, Вести недели. Военный комиссариат по городу Канаш, Канашскому и Янтиковскому району начал активную работу в рамках осеннего призыва. Подробнее о том, как молодые люди поступают на службу, расскажем в нашем репортаже. До 31 декабря на срочную службу в армию призовут молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Из 3 муниципалитетов на защиту Родины отправится более 90 человек. Указ подписан президентом Российской Федерации, и на основании этого и в соответствии с федеральным законом мы приступили 1 октября к призывной комиссии. Традиционно у нас город Канаш приступил. Вот сегодня очередной раз председатель призывной комиссии, глава администрации Михайлов сам лично приехал. 8 ребят рассмотрели на призывную комиссию, и уже получили они команды по различным родам войск. В этом году у нас немножко изменений есть, и, может быть, и к лучшему. Те лица, которые обучаются на первом курсе и раньше, в соответствии с 663-го постановления правительства Российской Федерации, они для оформления отсрочки от призыва по учебе приезжали, проходили медкомиссию и представляли справки с учебных заведений. Сейчас вот это отменили. Представляют учебное заведение или лично сами призывники данную справку, что обучаются, и все, получает отсрочку, рассматривает призывная комиссия. Но есть ребята, которые уже 5 написали, я имею в виду городские ребята, написали заявление о пересмотре, знаешь, где-то по состоянию здоровья. Вот 2 сегодня были на призывной комиссии, уже хотят сами призваться в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Конечно, ссылаются прежде всего, хотят с друзьями призваться, взяли они академический отпуск, призовутся, отслужат и потом вернутся уже к учебе. Выбрали военную стезю. 18 человек из 3 районов республики поступили в высшее военное училище. У нас есть гордость. Анна Николаева, 6-я школа, уже в этом году заканчивает. Она была у нас на практике в военном комиссариате Чувашской республики, принимала участие на параде, точнее, 76-летия. И очень-очень хорошо, очень приятно. «Хочу служить», – уверенно ответил призывной комиссии Даниль Хайруддинов. Даниль учился на 1-м курсе в Канарском транспортно-энергетическом техникуме. По своей инициативе молодой человек отказался от отсрочки и уже совсем скоро вступит в ряды вооруженных сил России. Я недавно закончил 11 класс, поступил в Кантет, но мне не хочется учиться дальше, я всегда хотел в армию. И поэтому подписал, что отказываюсь от отсрочки. Но армия нужна в первую очередь, конечно, для того, чтобы выработать внутренний стержень для человека, расширить свои границы в плане сознания, да и просто страну повидать приятно будет. Многие призывники мечтают попасть в элитные воинские части. Не у всех мечты воплощаются в жизнь. А у Минсура Афанасьева воплотилась. Новобранец отобран в президентский полк. Я уже ухожу в президентский полк. 14 декабря будет отправка. Уже повестка пришла, дали мне ее уже. Какие качества, по-твоему, развивает армия в человеке? Ответственность какую-то дает. Мышление, наверное, поменяется. Дисциплина. Что будешь после армии делать? Буду работать. Специально для программы «Вести недели» Полина Андреева, Владислав Васильев, военный комиссариат. День учителя в мире музыки. С шорохом золотой листвы, с октябрьским дыханием осени к нам приходит День учителя. В этот знаменательный день концертный зал детской музыкальной школы гостеприимно распахнул свои двери для тех, чья жизнь и профессиональная деятельность связаны с педагогикой. О том, как прошел профессиональный праздник преподавателей, расскажет наш корреспондент Рената Сагдеева. С самого утра в детской музыкальной школе царит атмосфера праздника. Цветы, улыбки, поздравления. Здесь проходит праздник, посвященный Дню учителя.
День учителя. Общий праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, образ уважаемого учителя сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждает только к добрым поступкам, служит опорой в трудную минуту. Вся музыкальная школа сегодня состоит из улыбок. Весь день ученики поздравляли и одаривали своих учителей комплиментами и словами благодарности. Со словами приветствия и поздравления главным виновником торжества обратился исполняющий обязанности главы администрации города Канаш Николай Белов и начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Канаша Наталья Суркова. Наверное, с теплыми словами я, как тоже бывший ученик, наверное, все бывшие ученики, я вспоминаю первую свою учительницу Плешков Зою Ивановну, с которой меня, например, учила с 1 по 3 класс и передавала непосредственно уже в руки других преподавателей, которые учили меня чему-нибудь и как-нибудь, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому с теплотой, с благодарностью вспоминаю своих учителей, не только первых, но и начиная с 1 класса, заканчивая институтом, всех помню поименно. Все, что мы делаем, это огромный труд. И здесь мне хочется пожелать вам творческих успехов, постоянно хорошего настроения. Ну и самое главное, крепкого здоровья. Ну а то, что замечательные у вас ученики, благодарные родители, и вы сами самые лучшие, это, конечно же, ни для кого не секрет, и никто в этом не сомневается. С праздником вас! Ученики музыкальной школы выступили с концертными номерами, в которых поздравили своих педагогов и выразили им слова благодарности. Что значит для вас быть преподавателем? Преподавать значит искать таланты у школьников, у наших обучающихся. Конечно, тяжело с учениками работать, это видно, да, в нашем поколении, но в них тоже есть очень много интересного, можно найти очень много талантов учеников. Если таланты преподавать люди, нужно быть наставником, указать, в какое направление ученикам идти. Быть преподавателем – это значит любить детей, уважать их интересы, быть с ними на одной волне. Но самые преданные люди для меня были мои учителя. И самый любимый мой учитель был это Иванов Василий Григорьевич. И поэтому я свою работу посвятила этой именно педагогической деятельности, учитель физической культуры. Я очень люблю детей, поэтому мне безумно нравится работать учителем. Учитель – важный человек в жизни каждого, ведь именно он открывает много нового и интересного, учит нужным и полезным навыкам, помогает ориентироваться в столь сложном мире. Рената Сагдеева, Владислав Васильев, Вести недели. Учащиеся IT-КУБ «Канаш» выполнили симуляцию окопов Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Углубиться в историю и побродить по виртуальным окопам удалось и нашей съемочной группе. Подробнее далее. Важный проект создали старшеклассники IT-клуба «Канаш». К 80-летию со дня начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей ребята создали виртуальную реальность. Здесь все воссоздано до мельчайших подробностей. Показана суровая атмосфера строительства военных лет. Все это с целью показать историю подвига предков. По данным Госархива современной истории Чувашии, строительство оборонительных сооружений началось 28 октября 1941 года. Было мобилизовано около 200 тысяч человек. Общая протяженность рубежей составила 380 километров. Беспрерывно и в мороз, и в голод велись строительные работы. Пережить тяжелые условия удавалось немногим. Инициатором этого проекта была Кишко Анна Александровна, заведующая IT-клуб города Канаш. Этот проект важен тем, чтобы показать нынешнему молодому поколению, рассказать об таком событии, как Сурский рубеж, потому что многие школьники, подростки, они историю знают не очень хорошо. Придумать проект – полдела. Куда важнее его реализовать и сделать это качественно. Учащиеся IT-клуб «Канаш» признаются, разработка симуляции – дело непростое, но очень интересное. На данный момент я могу точно сказать, что проект делился на 3 части. Это создание территории, на которой мы располагали все модели, и пытались воссоздать именно тот промежуток, который увидели мы.
Второй этап – это создание самих моделей. Это деревья, эффекты дыма и огня, бревна, также трава, дома. Также отдельной задачей стояло показать то, что дома полувыжженные. То есть на них имеется копоть, немного угля и так далее. Ну, в создании любого проекта, конечно, имеются трудности, но, однако, в этом проекте, я считаю, больше превышал интерес, так как изучение истории родного края, изучение своего наследства, изучение деятельности своих родственников, своих родных, это является одной из главных задач. Благодаря кураторам старшеклассники умело справляются с новейшими технологиями. Шаг за шагом, фигура за фигурой. Так создается проект будущего. Данный проект мы создали за 2 недели. Все модели из данного проекта мы делали в программе 3ds Max. Мы делали деревья, мы делали мосты, мы делали дома. Текстуры мы делали в инородных программах, некоторые брали с интернета и адаптировали все это под данный формат. Также мы делали скульптинг, то есть делали окопы, накладывали на них также текстуры и подобное. На все ушло 2 недели. Здесь есть простейшие вещи, такие как создание моделей, то есть, допустим, такое колечко наподобие пончика. Также здесь есть кубы. Вот так вот они выглядят. Можно создавать любой формы, любого объема. Этот проект был создан для наших сверстников, чтобы они могли очутиться на месте своих прадедов и оценить этот подвиг. Мы создавали проект прежде всего во многих приложениях. В основном это Unity, Unreal Engine 4, Cinema 4D, 3ds Max, Blender, ну и Fusion 360. На одном проекте ребята останавливаться не собираются и уже задумываются о новых. Профессиональные преподаватели, новейшие технологии и приложения. Здесь есть все, чтобы реализовать даже самые фантастические задумки. Полина Андреева, Владислав Васильев. Вести недели. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч.